У нас кризис... Давно назрела, как я сказала, необходимость реформ. И я думаю, что то, что мы не приступаем к осуществлению этих реформ, будет бесконечно создавать кризисы. Суверенитет – это та среда, тот инструментарий, благодаря которому мы можем двигаться вперед. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». У нас кризис, в общем-то, такой перманентный, но тем не менее он периодически в такую острую фазу входит. И понятно, что у нас в нашей стране очень куча всяких проблем, да. И, наверное, этих кризисов можно было бы избежать, наверное, если бы какая-то была такая объединяющая идея, да, некая, может быть, дорожная карта. И сегодня мы вообще поговорим, наверное, не сколько о кризисе, а вообще вот о той проблематике, которая существует у нас, о самом суверенитете. У нас очень часто сейчас говорят суверенитет, что мы подразумеваем под этим, да? И мы будем, наверное, говорить о том, как хотелось бы, чтобы государство развивалось. И в этом контексте сегодня у нас в гостях известные люди. Лиана Кварчели и Ахраб Жаня. Здравствуйте. Я, наверное, все-таки начну с Лианы. Лиана, в нашей истории периодически, да, вот это уже почти 20 лет мы, в общем-то, от кризиса к кризису идем и все время говорим, что нам нужны какие-то изменения и так далее. И такое ощущение, что стороны друг друга абсолютно не слышат, да, то есть вроде бы одни люди, которые там претендуют на власть, да, они говорят иногда правильные вещи, потом, когда приходят к власти, меняется все с точностью, да, наоборот, правильные вещи говорят другие люди, которые уже стремятся к власти опять. И, то есть вот такой круговорот у нас происходит, а, в общем-то, каких-то подвижек нет. И мы периодически, я слышу, что у нас говорят, нужна дорожная карта и так далее, чтобы как-то выверить там путь, по которому будет Абхазия развиваться. Вот как, на твой взгляд, должно все это происходить? Добрый день. Если бы я знала, конечно, ответ на такой сложный вопрос, как все должно происходить, я бы, наверное, как минимум в парламенте сидела бы. Но я хотела бы все-таки сказать вот о том, как я вижу ситуацию. Безусловно, было бы упрощением говорить, что то, что у нас периодически возникают такие кризисные ситуации, что это связано только с проявлением таким вот политической борьбы. У нас есть противоборствующие политические силы, и как-то вот некоторые приписывают, так сказать, все вот эти кризисные периоды именно такой вот конкурентной борьбе. Мне кажется, что это не совсем так. Конечно, этот фактор тоже играет важную роль, но то, вот с какой периодичностью у нас обостряется ситуация, говорит о гораздо более серьезных проблемах, связанных с системой принятия решений, вообще с системой управления. И несмотря на то, что практически все политические лидеры, партии, президенты, там, люди, которые возглавляют оппозицию и так далее, говорят о необходимости реформ, реформы у нас, к сожалению, не происходят. А ситуация вокруг Абхазии тоже мы видим, вообще в мире сложная ситуация, и в том, что касается Абхазии, естественно, это на нас тоже отражается. И это еще более выпуклым делает необходимость реформ, потому что вот эти стратегические задачи, которые, как мне кажется, всегда стояли и стоят перед нашим государством, это создать такое крепкое государство, то есть суверенитет и народовластие. Вот две цели, две задачи, не знаю, цели, задачи, это две такие фундаментальные вещи, которые не подлежат пересмотру, не подлежат обсуждению, но которые, как мне кажется, сегодня оказались такими уязвимыми. Потому что
Вдруг, значит, возникают разговоры о том, что можно поделиться частью суверенитета. Возникают разговоры о том, что как бы предлагаются экономические проекты, которые могут создать какие-то новые вызовы. Что касается, допустим, народовластия, да, это вот для меня это одинаково важные вещи. Политический строй и независимость государства. Потому что если мы будем независимыми, но будем при этом выстраивать систему, которая будет подавлять права человека, свободы и так далее, ну ради чего? Ради кого тогда мы это все делаем? Значит, что касается народовластия, вот недавно Асида Шакрыл давала интервью, где она с такой болью об этом говорила, что иногда люди, да, уполномоченная бывшая по правам человека, которая говорила о том, что у нас иногда вот в штыки вообще воспринимают разговоры о демократии. Она объясняла, что вы против чего? Против власти народа. Я с ней абсолютно согласна. Не надо воспринимать демократию как анархия, потому что действительно на постсоветском пространстве вот этот вот транзит очень тяжело происходил. И вот эти все эксцессы, они ассоциируются не с тем, что это такой переходный период, кстати говоря, к разным результатам приведшие разные страны, что это эксцессы, а воспринимается это именно как демократия. В то время как демократия, народовластие, это не только выборы, благодаря которым периодически у нас там власть сменяется, это верховенство права, это подотчетность, это уважение прав человека и так далее. Вот мне интересно, а что вы против всего этого имеете? И это то, что закладывали в нашу Конституцию депутаты нашего первого парламента во главе с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзенба. Что вы имеете против этого? Мне кажется, что и даже в вопросе вот, обеспечения свобод, обеспечения прав человека тоже вот как бы какие-то уже звоночки, которые говорят о том, что в принципе вот даже эта часть, которая не подлежит ревизии, может как-то каким-то образом корректироваться. Мне кажется, что вот давно назрела, как я сказала, необходимость реформ, и я думаю, что то, что мы не приступаем к осуществлению этих реформ, будет бесконечно создавать кризисы. Ахра, насколько вот эта ситуация у нас, опять же, вот обострение и так далее, там все, что связано там с апартаментами, с энергетикой и так далее. Там очень много всяких разговоров, да, там, что нам нужны в реальности деньги, потому что мы не имеем из своих источников, там, допустим, реформировать энергетическую отрасль, да, там, вывести ее из кризиса, и нам нужны там другие тоже средства для того, чтобы, в общем-то, поднять нашу экономику, и эту экономику там вот таким толчком может быть стать там продажа, разрешение там на приобретение строительства и разрешение на приобретение апартаментов. Насколько вот такой экономический разворот, речь идет, конечно же, в первую очередь об иностранных инвестициях, да, просматривается как единственно выход построить экономику свою нормально, то есть экономику, которая, в общем-то, содержала бы не только госаппарат, но и, в общем-то, помогала бы разрешать кучу разных социальных проблем нашего общества. Я хотел бы продолжить мысль Яны по поводу реформы суверенитета. Мне кажется, это очень важная такая мысль. На самом деле современное управление, вообще государственное управление, это очень похоже на технологии, которым надо следовать. Ты должен быть современным, ты должен соответствовать сегодняшним вызовам, ты должен соответствовать сегодняшним представлениям об экономике, о праве, о тех же технологиях, о социальных взаимоотношениях в обществе. Если ты не будешь постоянно модернизировать общество, если не будешь брать и применять здесь все самое лучшее, которое есть,
тогда этот кризис, который у нас будет перманентный, люди будут ощущать неудовлетворенность, потому что если ты не используешь нового, если ты не стараешься адаптировать его, вот эти социальные, политические технологии к нашим условиям, ты никогда ничего не сможешь развить, ни экономику, ничего другого. И в этом плане суверенитет – это та среда, в которой это возможно сделать. Если у тебя нет суверенитета, у тебя нет прав осуществлять здесь реформы, у тебя нет прав реализовывать здесь новые социальные, политические, экономические, правовые технологии, потому что у тебя нет прав писать законов, у тебя нет прав, не знаю, принимать Конституцию, у тебя нет прав принимать судебных решений. Поэтому вот эта связь суверенитета и того, как мы можем улучшить, развивать нашу жизнь, она прямая, она непосредственная. Не существует суверенитета ради суверенитета. Суверенитет – это та среда, тот инструментарий, благодаря которому мы можем двигаться вперед, развивать Абхазию, давать хорошее образование нашим детям, увеличивать, улучшать наш бюджет. Если этого не будет, мы ничего не сможем сделать. И в этом контексте, когда мы говорим, чтобы нам стало жить лучше, давайте ограничим суверенитет, это нонсенс. Чтобы стало жить лучше, вы должны добиться этого суверенитета. Почему народы боролись за независимость, почему не воевали, почему не готовы были идти на лишение, лишь бы добиться суверенных прав. Потому что только эти права дают возможность управлять этой территорией так, как вы хотите. В связи с вашими, а не чьими-то интересами. Вот. Но если продолжить вот эту экономическую тему, то, что ты говоришь, апартаменты, там, далее, я вижу следующее, что эти проекты, в том числе и по апартаментам, в том числе и по такой вот какой-то бездумной приватизации энергетики, ряд других, в том числе и по отчуждению наших территорий, и так, экстерриториальности, и там, применению другого права на этой территории. Эти законы, эти инициативы государственные идут вразрез с нашим суверенитетом. Значит, они никак не могут способствовать нашему экономическому процветанию, потому что единственной возможностью построить такое эффективное, в том числе экономически, государственное общество – это суверенитет. Возможность самим планировать краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Знаете, другое дело, что у нас это не получается, но если вы это не можете, это не значит, что вот ее суверенитет плох. Вот давайте поделимся, и все будет замечательно. Значит, вы просто этого не понимаете, как применить эти современные технологии в нашей реальности. Можно я добавлю вот то, что ты сказал, что вот как бы ставится вопрос так, для того, чтобы жить хорошо, давайте делиться суверенитетом. Но дело в том, что это вот в каком-то смысле упрощенное решение. Не простое, а именно упрощенное. Гораздо сложнее выработать стратегию, честно работать, дорожную карту иметь, взвешивать все риски, выгоды и так далее. Это более такой основательный и более такой сложный путь. Вот возьмем энергетику. Я как бы не являюсь специалистом в этой области, но какие-то общие вещи вижу для себя. Вот если бы мы все испробовали бы и потом поняли бы, что все равно вот мы с этим не справляемся, тогда, может быть, это был бы аргумент для того, чтобы вот прийти к такому решению, что надо отдать в другие руки нашу энергетику и так далее. А мы попробовали на вот простые вещи – экономить электроэнергию. У нас какая-нибудь ведется пропаганда, чтобы люди там выключали лишний раз свет. Вот когда я приезжаю куда-нибудь за границу, в страну, где знают, что за свет надо платить, я как раз понимаю, что действительно у нас тарифы не соответствуют там каким-то международным, так сказать, тарифам на электроэнергию. Ну, как, впрочем, и пенсии тоже. Но это другой вопрос. Но я знаю, что когда я прихожу в какую-то гостиницу, там даже на розетках стоят выключатели.
И я понимаю, что я должна, если я не пользуюсь электроэнергией, я просто выключаю, потому что это тоже, так сказать, даже розетки, они как бы вырабатывают какую-то электроэнергию, которая просто в холостую уходит куда-то в воздух. У нас нет, государство нас не призывает экономить электроэнергию. У нас могут фонари днем гореть. Да? Ну вот хотя бы это мы сделали. Мы знаем, сколько мы теряем электроэнергии, потому что у нас там плохие линии электропередач. Посчитали мы это, да? Я знаю, что вот у нас выяснилось, что какие-то денег каких-то не могут досчитаться, потому что не отремонтировали вовремя или там куда-то делись деньги, не смогли отремонтировать какую-то подстанцию. Какие последствия этого? То есть если мы позволяем себе там терять деньги, здесь не экономить, ничего не делаем, но при этом мы самый такой радикальный способ выбираем. Получается, что мы не стратегически мыслим, мы действуем не стратегически, как мне кажется. И это не только в этой сфере, это и в других сферах тоже. То есть мы можем какую-то сиюминутную выгоду получить, но в долгосрочном плане очень многое потерять. Ну, это у нас такая тенденция существует, и, к сожалению, мы вот та экономическая помощь, социальная экономическая по линии социально-экономического развития Абхазии, которая идет из России, она, по идее, она должна была, наверное, как бы, чтобы мы обросли жирком, да, там, мышцами, жирком, наша экономика, там, вообще наша государственность стала крепче, но в реальности у меня такое чувство, что бюрократия, она вот смотрит на вот эти деньги вот как некую возможность как бы там заработать, да, и как бы мы к этому как-то привыкли, да, к этой ситуации, что у нас даже сейчас замена фонарей на центральной трассе там, от ПСО осуществляется, опять же, по инвестпрограмме. То есть мы уже самостоятельно вот эти фонари не можем поменять. И вот если и они уже все выгорели, только после этого вот мы опять написали проект, чтобы нам этот как бы Россия профинансировала. И мне кажется, здесь какая-то, наверное, степень безответственности власти. Это сейчас касается не только там нынешней, а вообще самой власти, которая у нас из года в год там управляет этой страной. Тенденция такая, да. И, возможно, мне кажется, нужны именно радикальные изменения в этой системе управления. Потому что я понимаю, что вот этот суверенитет, о котором мы говорим, и на который периодически вот сейчас начинает активно наступать, он так или иначе вплотную зависит от вот этой беспечности, да, когда ты получаешь деньги, когда ты проблемы не решаешь, и ты думаешь, давайте я еще попрошу еще денег и так далее, и мне дадут. Ну, естественно, когда Москва дает деньги, у нее тоже свои интересы есть, и она тоже их проговаривает, и вполне резонно, что она проговаривает о том, что вот она дает деньги, она хочет вот это, вот это, вот это. Но, наверное, самое главное все-таки поменять эту систему управления, которая вот так бездарно, в общем-то, распоряжается и нашим временем, и нашими перспективами, наверное. К сожалению, вот эта модель финансовая помощь, ее использование, оно идет по абсолютно советскому сценарию. Это вот такая инерция нашего управления. Я не знаю, как она нашим управленцам досталась по наследству, или, может быть, люди этой эпохи, они психологически, государственно еще не перестроились, они не понимают, что они живут в современном, суверенном государстве. Здесь такая модель. Метрополия дает нам деньги, а мы ее здесь внутри в колонии распределяем там, и так далее, что такое. Когда вам оказывают финансовую помощь или финансовое содействие, имеется в виду, что вы должны эти средства использовать на институциональные реформы. Сделать так, чтобы ваша экономика, ваша система учета, ваш государственный аппарат
сделать более современными и более эффективными, с тем, чтобы потом вы сами, пользуясь уже собственными ресурсами, могли поддерживать свое государство. Да, очень тяжело иметь вот этот первоначальный капитал, чтобы сделать эти реформы. Это нужна какая-то дружеская помощь извне, допустим, предположим. Или должны быть арендованные средства. Но эти средства не должны идти, я извиняюсь, на поддержание штанов, на осуществление каких-то текущих социальных проектов, на, не знаю, там, строительство детских садов или там ремонт дорог. Да, наверное, это тоже хорошо, но это не решит ваши долгосрочные проблемы. А кончится тем, что вы все равно не сможете использовать собственный потенциал для собственной экономики. И рано или поздно вам просто скажут, вы не в состоянии управлять своей страной, давайте мы там вам поможем, или там мы что-то у вас, вместо вас будем управлять. Вы теряете собственный суверенитет, если вы не в состоянии поддерживать на весу собственное государство благодаря собственным ресурсам. Чтобы это сделать, надо произвести институциональные реформы. У вас должна быть современная кадастровая система. У вас должна быть абсолютно прозрачная экономическая система. У вас не должно быть коррупции в государстве. Система социальных лифтов, когда наверх поднимаются лучшие, самые образованные и самые достойные, должна работать. Все экономические проекты должны проходить через сито конкурсов, отборов, тендеров и так далее. То есть это такие простые рецепты, которые надо вот здесь как-то имплементировать, приземлить в Абхазии. И на это надо использовать вот эти заемные средства, а не тратить их на то, чтобы там, с кем-то поделиться, там, распилить, там, построить садик или там, стадион. Вот. У меня полное ощущение, что наш государственный менеджмент, я не говорю, что вот конкретно этот, но в том числе и этот, это какая-то вот линия продолжения Советского Союза, когда Москва выделяла деньги, а здесь Компартия их распиливала без всякой перспективы именно для этой республики. Вот это все порождает эти кризисы. Неудовлетворенность, а не работу многих систем там, и так далее, и так далее. Ну, я согласна, что действительно мы как-то увязли вот в этой бюрократической практике, которая устраивает бюрократию, но не устраивает всех остальных. И к тому, что ты сказала, Ахра, я хочу добавить, что действительно надо просто перестраиваться. Другая система управления должна быть. Зачем нам такой громоздкий аппарат? Это очень дорогое удовольствие. Управленческий аппарат. И я, например, думаю, что вот страны, ну, официально у нас 240 или 200, сколько, больше, 240 тысяч населения. Я уверена, что много есть стран, если вот сравнить, так сказать, в процентном соотношении долю управленческого аппарата, гораздо меньше. Я не понимаю, вот почему мы такую расточительность себе позволяем. И мы говорим об этом из года в год. При каждом президенте, там, кто бы ни был у власти, вот все время эти вопросы возникают. Это большая расточительность. Если у нас будут уходить средства на содержание такого огромного аппарата, мы никогда, вот мы в этом болоте, да, вязком, вот так и будем вот барахтаться. Мы не сможем вылезти из этого. Нам всегда нужна будет помощь откуда-то, извне. Понимаете, что это еще? Это порождает как-то переоценку собственных возможностей со знаком минус. От того, что мы из года в год, мы сами не можем, нам нужна помощь. Мы вот сидим, как манну небесную, ждем, сколько миллиардов на сей раз пришлют, а может не пришлют, а может сократят. Мы сами себя психологически превращаем, во-первых, в иждивенцев, во-вторых, в людей, которые не способны управлять вот этим государством, понимаете? И это же очень такая, это как заразная болезнь она распространяется. Как я халшун, что нам делать, бедные, несчастные такие. Мало того, что это что на экономику влияет, на наш уровень жизни, это еще влияет на наше осознание собственного, где мы живем. Мы сами себя начинаем потихонечку переставать ощущать гражданами суверенной страны. Но такие вещи нельзя допускать. Если это такой менеджмент, этот менеджмент надо, не знаю, менять, выбирать другого, что-то делать, протестовать. Но, Ахра, мы говорим о неэффективности и так далее, но
тем не менее, общество, кажется, ко всему привыкло, да, то есть, с одной стороны, мы говорим, что нам нужно там 1,5 миллиарда или сколько там денег вот на то, чтобы счетчики поставить, да, счетчики повсеместно поставить. Но при этом мы вот эти же 1,5 миллиарда, кажется, вот здесь у нас из-под носа продали, да, огромный объект, санаторий, там, МВО, ПВО, оформили там, кажется, в аренду долгосрочную, но в реальности мы все знаем, что вот деньги были заплачены людям, которые там, многим людям, которые там где-то кто-то что-то зацепился, но это был государственный объект, и, в общем-то, мы как-то спокойно это восприняли. Да? То есть, что государство просто вот эти деловые люди, с одной стороны, с другой стороны, вот руководители государства, люди ответственные там за эти вопросы, они, в общем-то, как-то вопрос решили, да, ударили по рукам, все довольны, да, но в бюджет денег никаких не поступило. Мы сейчас как бы влазим в долги опять. Если будем так же распоряжаться вот этими 1,5 миллиардами, как мы распорядились вот этой нашей государственной собственностью в виде санатория МВО и ПВО и огромного несколько десятков там гектаров земли и так далее, то я понимаю, что это становится такой большой-большой долговой ямой, да. Но вот каким-то образом прекратить, в общем-то, пока, наверное, не видно. Я не знаю. Мне кажется, вот при той системе, которая президентская власть, которая у нас существует, да, ну, вот президент, он все-таки по нашей Конституции, это почти царь и бог. С одной стороны, да. Вызовов очень много становится. Ну, допустим, президент едет, там деньги нужны, президент едет в Москву, условно говоря. Ну, не условно говоря, он периодически там едет, там нам много чего нужно. И деньги, наверное, как бы дают под какие-то условия определенные. И мы эти как бы определенные условия видим там в этой дорожной карте, там по синхронизации, гармонизации, да, российско-абхазского законодательства. Там с каждым разом этих пунктов становится все больше и больше. И понимаешь, что многие пункты, они никак не вписываются, наверное, да, вот в наше понимание суверенитета. И не кажется ли вам, что, в общем-то, наверное, нам нужно вот как бы, наверное, перейти радикально, если где-то радикальные какие-то телодвижения делать в этом направлении, то нам надо, наверное, может быть, отказаться от президентской формы правления, да, там перейти, я не знаю, в парламентскую республику, где нет вот этого давления на одного человека, который воспринимается там по закону там как человек, который все может решить, да, и вот такая страна вся нуждающаяся в долгах, и то есть этого человека тоже мы подставляем по большому счету под большой удар, когда он приезжает, и ну вот как бы там какие-то обязательства, есть деньги нужны, там они что-то хотят, здесь общество что-то хочет. И обычно и возникают, наверное, кризисы из-за этого, мне кажется, когда вот есть, выработалась такая система, где ответственность за одним человеком и обязательства тоже за ним. И при этом как бы само общество, оно не готово, наверное, к тем обязательствам, которые не только перед народом своим дает президент, но и к тем обязательствам, которые там он дает своим партнерам, союзникам нашего государства и так далее. Не кажется ли вам, что все-таки вот та президентская форма правления, в котором сейчас есть, она, в общем-то, с каждым разом становится все кризиснее и кризиснее. Это же не касается не только одного Аслана Абжани, это и предшественника касалось там Рауля Хаджимба. Такая же ситуация складывалась при Александре Анкваб, такая же ситуация начинала складываться при Сергее Багапш. То есть, и мы с каждым разом видим, что вот этот виток, он становится все более таким, как бы в пике нас заводит. Ахра, с тебя все-таки. Ну, я думаю, что да, мы должны не бояться этого, не бояться реформ политической системы.
здесь нет такого, давайте одно, второе, третье попробуем. Нет, не так. Прошло достаточно времени, 30 лет, и у нас есть какой-то уже опыт. Мы можем вот этим взором окинуть вот это время, результаты и сказать, что возможно, да, я сейчас не утверждаю на 100%, но возможно, да. Наверное, есть смысл призадуматься о том, чтобы изменить или хотя бы как-то подредактировать частично эту политическую систему нашу. Ну, такие же сходные процессы происходят во многих странах, в том числе в странах постсоветского пространства. Вот эти сильные президентские республики, когда в тяжелое время 90-х годов надо принимать, зачастую и военное время, надо было принимать очень быстрые, в том числе индивидуальные решения. Может быть, сейчас, в наше время, есть смысл распределить по большей площади вот эту вот ответственность и точность, профессионализм принятия государственных решений. Наверное, в этом смысле или полностью, скажем, парламентская форма, или частично парламентская президентская форма политической организации, когда, с одной стороны, политическая партия через парламент принимают на себя большую ответственность и большую возможность влиять на политический процесс, а с другой стороны, исполнительная президентская власть знает, что не каждое их решение будет так вот по щелчку пальцев пропущено, что это будет проходить через сито парламентских комитетов, парламентских голосований. И вместе с тем и сама жизнь политических партий станет более качественной, она обновится, потому что будут голосовать, скажем, в бюллетене за партию, не за какого-то конкретного человека, а за их идеи, за их программы, за то, насколько они точно понимают реальность, какие среднесрочные планы они предлагают обществу. И это, в свою очередь, улучшит и качество вот этой политической мысли, законодательства, законопроектов, экономических инициатив. То есть это такая как домино, одно за другим идет. Если вы, скажем, примете, может быть, не какое-то не радикальное, но достаточно взвешенное, уже обоснованное временем решение о изменении политической системы, я думаю, что в Абхазии это может привести к положительным результатам, и качество управления государственного менеджмента, на мой взгляд, улучшится. Еще раз, я не берусь говорить, когда это надо сделать, в этот цикл, в следующий цикл, но то, что, наверное, нам надо менять политическую систему для того, чтобы качество делегатов во власти и качество принимаемых их решений было лучше, наверное, да, надо менять. В любом случае, если даже, кстати говоря, будут приняты какие-то решения, они как раз будут распространяться на следующий выборный цикл. Это уже, если это касается парламента или перераспределения полномочий между президентом и парламентом, то это будет уже со следующим парламентом, со следующим президентом и так далее. Я хотела сказать, что у нас, в принципе, ведь в обществе разные эксперты, они предлагали разные варианты. Вот работала, я не помню, лет 5 тому назад, наверное, группа юристов под руководством Алхаса Тхагушева, и они тоже разработали свою концепцию реформ, где они, по-моему, они как раз предлагали парламентскую республику. Больше 10 лет назад уже. Уже 10 лет прошло. Да. Время бежит, но вот как-то, видишь, от того, что мало изменений, кажется, что мы стоим во времени. Вот. Но, значит, может быть, это слишком действительно радикально. Может быть, есть смысл то, что попытаться воплотить в жизнь то, что предложила рабочая группа по конституционной реформе, которая, кстати говоря, была назначена президентом, и они тоже подготовили целый пакет поправок к Конституции, к различным законам по перераспределению полномочий. Но это все надо обсуждать, и надо приступать, надо менять избирательное законодательство, надо укреплять партию, чтобы мы перешли хотя бы к смешанной избирательной системе. Это все надо делать. Мы говорим об этом из года в год, но это не происходит. Все время оказываемся в кризисе, и понятно, что сейчас опять
в считанные дни, что какие-то изменения внести невозможно, чтобы снять хотя бы это напряжение. С другой стороны, ты понимаешь, что вот эта конституционная комиссия была создана, уже прошло почти 3 года, вот осталось, допустим, Аслану Бжане меньше 2 лет исполнять свой срок, то есть, а там все эти конституционные процедуры по изменению, там, по внесению поправок, изменения, они все-таки, да, свои временные сроки имеют и так далее. Мы опять окажемся в ситуации, когда мы придем к президентским выборам, опять со старым уставом и так далее, и мы опять будем говорить, да, давайте это уже на следующие 5 лет примем. И для меня это вот как-то очень дико, и мы понимаем, что время очень уходит, и мы теряем очень много. Вот сейчас... Это всего касается, вот ты сказал, это же, создается впечатление, что мы многое декларируем во время предвыборных кампаний для проформы, что просто заручиться поддержкой граждан, которые понимают, что им это нужно. Вот они сказали, создали комиссию, а там отработало, забыли, положили. И 100 лет не будут вспоминать. Если вы этого не хотите, если вы не понимаете, для чего это нужно, не декларируйте тогда это, не обманывайте нас каждый раз, вы понимаете. То же самое ко многому относится, не только к политической реформе, это и, то, что говорю, сокращение аппаратов, это, я не знаю, что мы там, какие, значит, там... Ну, у нас есть еще проблемы, наверное, связанные там с внешней политикой, да, то есть мы как-то дистанцировались, то есть тихо-тихо-тихо наша внешнеполитическая деятельность, она уже полностью, мы от себя ее ответственность какую-то стали тихо-тихо отводить и все, в общем-то, отдавать там на усмотрение союзников. В частности, самая, наверное, болевая тема для нас – это грузино-абхазский конфликт, да, там, и мы как-то вообще о нем вообще как-то не очень говорим, да, при этом я недавно заметил, что это после того, как там Россия отменила там визовый режим с Грузией, да, и авиасообщение наладилось, и сейчас, кстати говоря, транзит, грузинская авиакомпания на себя берет транзит там россиян там через свою компанию там в Европу, да, то есть россияне могут там ездить благодаря авиакомпании через Грузию там попадать в Европу. Но при этом мы понимаем, что, хотя у нас там записано о том, что вот, что касается там внешних вопросов, что мы постоянно там консультируемся, да, то есть поддерживаем Россия, Москва, но понятно, что мы там сейчас не можем по каким-то крупным вопросам, чтобы Россия там с нами, ну это глупо тоже было бы, чтобы с нами советовалась, но относительно того, что там касается Грузии, мне кажется, в общем-то, с нами хотя бы нас в курс надо ставить, да, то есть, но мы при этом как бы вот полностью как бы игнорируем эту тему, да, грузино-абхазских переговоров, и у меня соседка одна спрашивает недавно, слушай, говорит, Айнал, а вдруг они договорятся между собой? То есть у общества такой вопрос есть. Но чтобы вот мы не оказались в такой ситуации, наверное, какие-то другие вещи надо делать. Ляна, вот ты долгие годы, там еще там в начале, сразу же после войны ездила и на Женевские переговоры, да, там, когда и Владислав Григорьевич ездил, и потом Сократ Рачевич, там, Станислав Лакоба и так далее. И тогда все-таки мы знали, что мы хотим. Да? Мы знали, что надо быть активным участником. Почему сейчас мы перестало нас это интересовать? Быть активным участником вот этих всяких международных процессов, да, вот хотя бы этого переговорного направления. Ну, во-первых, конечно, я уже говорила в одной из твоих передач, что после 2008 года, даже раньше, когда Саакашвили пришел к власти, он делал все, чтобы лишить Абхазию вот
как бы статуса стороны в переговорах и не считаться с Абхазией как субъектом переговоров, субъектом международных отношений, пусть даже непризнанным на то время. А после 2008 года то, как сформировался вот этот переговорный формат, он апеллировал все время вот как бы к ситуации на Южном Кавказе, хотя так назывался, но фактически это Абхазия, Грузия, Осетия, и Россия, да, и Россия, ну, под эгидой международных институтов. И им удалось вот как-то акцент переместить на российско-грузинские взаимоотношения. И Грузия настаивает на том, чтобы только так и рассматривать этот конфликт. Мы очень много по этому поводу и писали статьи, там, и делали заявления и так далее. Я имею в виду на улице, на уровне гражданского общества, на уровне экспертов и так далее, о том, что опасно делать так, чтобы война 92 года, 92-93 года, чтобы как бы она ушла уже в историю, и точкой отсчета в подходах к конфликту был только 2008 год, где уже и роль России другая была, и последствия 2008 года другие были, когда уже мы получили признание со стороны Российской Федерации и так далее. К сожалению, мы все время об этом говорили, но вот эта тенденция, она стала набирать силу, и посмотрите, сейчас уже Грузия, по крайней мере, устами президента Грузии, да, заявляет о том, что нужно грузинский кейс наравне там, с Украиной рассматривать, когда там будут какие-то международные решения вырабатываться и так далее. То есть они вот эту линию продолжают продавливать. И мы, конечно, не должны к этому, так сказать, безучастно относиться. С другой стороны, мы видим, какие интенсивно, как налаживаются сейчас взаимоотношения между Грузией и Россией. При этом грузинские чиновники, депутаты, они совершенно прямолинейно заявляют о том, что это только первый этап, а как бы в дальнейшем они рассчитывают на то, что это будет способствовать реинтеграции Абхазии и Южной Осетии в Грузию. Возможно, они это говорят для того, чтобы как-то успокоить свое общество, а может быть и нет. Возможно, что они рассчитывают как бы таким образом заручиться вот поддержкой, чтобы как бы не произошла смена власти в Грузии. Я не знаю, у них там могут быть разные мотивы. Но нас, конечно, должно беспокоить то, что вот в этих всех переговорах не участвуем мы. И как это на нас отразится? Конечно, мы рассчитываем на то, что Россия будет придерживаться, как наш союзник, будет придерживаться вот тех обязательств, которые она взяла на себя, и будет гарантом нашей безопасности и так далее. Но одновременно, когда мы слышим из уст грузинских чиновников, что для них еще, вот как бы опять актуализировалась эта тема восстановления территориальной целостности, но не реагировать на это мы не можем, безусловно. Есть еще другая сторона. Вот как бы у нас тоже есть политики, там, и не только политики, просто обыватели, которые считают, что вообще не надо вести переговоры с Грузией, что конфликт закончен. Пока Грузия претендует на нашу территорию, этот конфликт не завершен. И некоторые говорят, пока нас не признают, никаких дел с Грузией не должно быть. Я, например, думаю, что надо вести переговоры. Абхазия должна, во-первых, восстановить свою субъектность и быть субъектом переговоров, потому что у нас есть конфликт. С другой стороны, вот эти все инициативы по возобновлению торговли, идея транзита и так далее, это может стать инвестицией в мирные отношения, потому что самое главное – не допустить войны здесь. Это очень важный момент. Это может стать инвестицией в мир просто. Абхазия должна быть равноправным участником вот этих всех решений. И у нас не всегда понятно, те решения, которые принимаются, они принимаются потому, что мы взвесили все за, против, риски, выгоды.
и приняли такое решение, или потому что вот как бы нас попросили, чтобы мы приняли какие-то решения. Не всегда понятно. Я понимаю, что есть другая сторона. Не все дипломатические, не все вот эти вот какие-то рабочие моменты в переговорах надо вот вываливать, так сказать, на суд общественности, потому что какие-то важные вещи могут просто не получиться. Все думают о том, какие реакции с разных сторон будут. Это тоже момент присутствует. Но все-таки должна быть очень серьезная аргументация, должны быть расчеты. Вот я прочитала интервью Ахры Аристава по поводу торговли с Грузией. Он, кстати говоря, не говорит, что категорически против, но он говорит, что он хотел бы увидеть расчеты. Чем можно торговать, чем нельзя торговать, какие риски при этом, что мы выиграем при этом. Мне кажется, это не популистский подход. Вот популистский подход – давайте все или давайте ничего. Ну, все, давайте все, вряд ли здесь кто-то скажет. Нет, тоже говорят. Нет, тоже говорят. Есть и такие, да. Есть и такие. Давайте вот мы все-таки будем... Да. Может быть, мы с Лианной можем смотреть по-разному, но это нормально, как бы, да. Вот, в частности, по поводу завершенности или незавершенности конфликта. Ну, я считаю, что конфликт завершен, потому что если интерпретировать наши взаимоотношения как незавершенный конфликт, это в глазах международного сообщества предполагает какое-то дальнейшее обсуждение статуса, взаимоотношений, да, я так это воспринимаю. Мне кажется, конфликт завершен. У меня в Грузии вообще никаких вопросов нету, кроме того, что я не признаю их в той территории, которую они сами себя признают. Все, у меня с ними все дела закончены, конфликт не нападать будем воевать. Но с чем я абсолютно согласен, то, что Лиана сказала, что наш голос должен звучать, он должен быть слышен. От того, что вы находитесь в мейнстриме большой глобальной политики, больших политических игроков, например, Абхазия, Россия, скажем, а Грузия, Соединенных Штатов, предположим, это не значит, что у вас нет собственных рычагов, собственных ресурсов и собственного взгляда на свою внешнюю политику. В конце концов, в Абхазии огромная диаспора. Эта диаспора имеет определенный вес. У Абхазии есть народы, которые поддержали его во время войны. И это тоже вес, который невозможно не учитывать, игнорировать. И это учитывают все. И в том числе это, но не как вот как это там пользоваться чем-то, а вот именно как наш общий ресурс мы должны использовать. Наш голос звучать должен именно с нашей точки зрения. Мы должны доводить нашу позицию прямо, а не опосредованно. Но я хочу пример привести. Вот, премьер-министр и президент Грузии вот сейчас она обратилась к посланникам, к абхазам же было на днях такое. Ну, она прямо к народу Абхазии обращается, что вот какое нас ждет будущее, как мы это видим, что у Абхазии будут колоссальные права, язык, культура и прочее, прочее, прочее. Все, кроме вот этого нашего исторического выбора, обоснованного и исторически, и как хотите по-другому. Мне кажется, что в этой ситуации мы, видимо, президент, должны прямо обратиться к народу Грузии и сказать: уважаемые наши соседи, вот так мы видим наши отношения. Желаем вашей стране всего самого лучшего. Если вы поймете, что дружеские, соседские отношения, без каких бы то ни было претензий территориальных там, или имперских на нашу территорию, будут только в ваших интересах, в интересах нашего общего будущего, да, давайте будем о чем-то думать. Вот такое прямое обращение с нашей позиции, которую слышит весь мир, который это оценит, ну, понятно, реально абхазы, да, это суверенное государство, они хотят продвигать свою суверенную идею. Там, вот такая должна быть внешняя политика, активная, с использованием всех небольших, но имеющихся ресурсов. Конечно, нас должны слышать на всех площадках, надо участвовать, надо говорить, надо добиваться выступления на трибуне ООН. Да, мы непризнанная страна, но многие непризнанные страны, их лидеры выступали, разве не так? Так. Они прямо доносили свою точку зрения. Палестина, например.
Совершенно верно. Палестина, ряд других народов. Почему мы не можем этого сделать? Давайте использовать наши дружеские отношения, партнерские с Российской Федерацией, с нашей диаспорой в Турции, там, с нашими другими друзьями. Мы должны говорить, и вот как в том фильме, когда человек говорил, что я хочу библиотеку в тюрьме, я хочу библиотеку в тюрьме, нет, а потом сказал, черт с тобой, вот тебе библиотека. И он получил библиотеку. Вот так и мы должны делать, мне кажется. Она такая должна быть. Не сидеть, не ждать, когда тебе ЦК КПСС что-то скажет, а самим шевелиться. К сожалению, наше время истекает. Мы сегодня, в общем-то, в контексте вот нашего этого вечного, кажется, целое поколение родилось, уже школу закончило, вот сейчас был последний звонок, да, то есть вот эти люди, у которых сегодня был последний звонок, я вот сейчас себя поймал на мысли, они родились вот в этом перманентном кризисе, да, который все время у нас там движение какое-то за власть нехорошее, да, но при этом как бы мало что менялось. То есть уже 15 лет, больше 15 лет там, мы говорим о реформе Конституции, то есть 18 лет, если быть точнее, в 2005 году была создана президентом Сергеем Багапшко комиссия по реформированию Конституции. То есть, и мы находимся там, где все еще находимся. Да? И при этом мы понимаем, что наш суверенитет, он все время становится все-таки в каких-то местах элементом больше у него становится декоративного такого фона над этим суверенитетом уже нависает, то есть восприятие, потому что мы от некоторых вещей сами отказываемся, может быть, и с другой стороны вот это наше бездействие, оно действительно сильно ограничивает наш суверенитет, и мы сегодня говорили как и о внутренних вызовах, так и о внешних, к сожалению, можно еще много чего перечислять, тем не менее, вот у меня такое прощание слишком долгое, я просто напомню, что у нас в гостях сегодня были Лиана Кварчелия и Ахраб Джаня. Большое спасибо вам за разговор. Абзерас.